Дорогие радиослушатели и дорогие телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Для вас волна 107.1 и ТВ-канал Саха-24. И в нашей студии гости Елена Щеглова, координатор социальных программ Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Елена, здравствуйте. Доброе утро. И Мария Иванова, участник проекта «Социальный ремонт». Мария, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем про социальный ремонт. Участником этого проекта является Мария. Она расскажет об этом, о своих впечатлениях чуть позже. А сначала я хочу обратиться к Елене. Ремонт – дело хлопотное само по себе, а социальный ремонт наверняка тем паче. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за проект, для кого он, зачем он. Проект «Социальный ремонт» вообще появился благодаря опыту проведения других благотворительных акций. Это проект акция «В школу с радостью» и акция «Подари волшебство». То есть мы часто приходили в дома семей, которые нуждаются в поддержке, и видели, в каких не очень хороших условиях проживает семья, но и в том числе дети. И мы решили провести вот такой вот проект, как «Семейный ремонт». Он начался в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день мы помогли уже 3 семьям. Вообще, что такое социальный ремонт? Социальный ремонт – это проект, направленный на создание благоприятных условий для детей. То есть это ремонт в детской комнате. Такие семьи, как правило, живут в не очень хороших домах. То есть это дома, которые затопляются, дома с плохим ремонтом, дома с холодными стенами, продувающими окнами. И вот наш проект направлен на то, чтобы исправить эту ситуацию, как-то помочь семье, дать толчок к улучшению ее жизненных ситуаций. И вот мы всеми силами стараемся помогать благодаря в рамках этого ремонта. Таких семей огромное количество, и таких квартир, и домов тоже огромное количество. Каким образом выбираются те семьи, которым помощь эта оказана будет точно? У нас существует положение этого проекта. В рамках этого положения у нас есть комиссия, которая выбирает семьи. В состав комиссии входит детский фонд «Дети Саха-Азия», управление соцзащиты города, опека. Мы собираемся, когда у нас появляются такие семьи, то есть кто-то об этом сообщает, допустим, соцзащита обнаруживает такую семью, либо ПДН обнаруживает такую семью. Мы собираемся коллегиально, рассматриваем документы данной семьи. Существует несколько условий. То есть семья должна быть малоимущей, многодетной, должна состоять на учете, допустим, управления соцзащиты. И также семья должна проживать в квартире либо доме, который находится у них на праве собственности, либо по договору социального найма. Если все эти условия соблюдены, мы выезжаем на квартиру, чтобы осмотреть ее. Если квартира действительно нуждается в ремонте, тогда мы выбираем эту семью, заключаем с ней договор и проводим в ней ремонт. Сумма ремонта каждый раз разная. Допустим, первый ремонт у нас вышел в 120 тысяч. Это была семья Ушнецких в 2016 году. А в этом году, в августе, у нас была семья Марии Ивановой. Там ремонт вышел в 150 тысяч. А сейчас у нас семья Федоровых на ремонте. И там очень плачевная ситуация, там очень большие затраты, там ремонт вышел сверх 200 тысяч, а у нас лимит, то есть должен быть ремонт до 200 тысяч. И поэтому мы в этом году начали призывать благотворительных поддержать нашу акцию, поддержать наш проект и оказать помощь семье Федоровых. Вот эти 120, 150, 200 тысяч, они выделяются самим фондом на ремонт, и эти деньги тратятся конкретно на что? Да, этот проект полностью финансируется за счет средств фонда «Дети Саха-Азия», но до 200 тысяч. Все, что сверх 200 тысяч, мы стараемся привлекать благотворителей. В эту сумму входит непосредственно сам ремонт. То есть это ремонт полов, выравнивание стен, косметический ремонт. То есть бригада сюда входит? Да, сюда входят материалы и бригада, которая будет делать ремонт. Бригаду мы стараемся подбирать опытную, то есть все-таки мы впускаем ее в семью с детьми, поэтому мы должны максимально доверять бригаде. То есть, как правило, это проверенные люди. И мы постоянно контролируем их работу, то есть мы приезжаем на место, мы контролируем по WhatsApp, по телефону, то есть вот эта бригада – это очень важный момент. И, соответственно, мы оплачиваем работу бригады, потому что никто бесплатно такой объем работы делать не станет.
А если нужна какая-то уже мебель, да, что-то дополнительное, тогда вы обращаетесь к тем, кто может помочь, к благотворителям или меценатам. Вы их сами находите или все-таки есть люди, которые хотят помощь свою предложить, узнавая о том, что вот такой проект существует? На самом деле здесь как мы находим, так и нас находят. То есть наш город не без добрых людей, это я уже убедилась за опыт работы благотворительности. Нас находят благотворители, которые хотят помочь. То есть мы печатаем, точнее публикуем информацию о нашей деятельности во всех СМИ, то есть все, что нам доступно, соцсети, СМИ, сайт, мы везде все публикуем и призываем людей помогать. И вот один из таких примеров – это ООО «Домофон Сервис». Они прочитали на ЕКТ статью о семье Федоров, в которой проводится ремонт. Сейчас, который идет? Да, который сейчас идет. Они увидели дом, то есть мы публикуем фотографии. Они увидели дом, они увидели детей, они почувствовали, что они могут помочь этой семье. И они буквально в этот же день, как вышла статья, они созвонились со мной и сказали, что они хотят предоставить дверь. Мы в этот же день поехали, сделали замеры, то есть дом ветхий, дом нестандартный, поэтому простая дверь туда не подходит. И они по нашим размерам изготовили специальную дверь, то есть с пожеланиями семьи. Это была задвижка, теплая, толстая дверь. И буквально через несколько дней дверь уже стояла в доме. И это все было сделано безвозмездно. Мы безумно благодарны, потому что это очень затратное дело. То есть мы узнавали, это больше 20 тысяч такая дверь стоит. И вот они нам сделали это все бесплатно и абсолютно безвозмездно. А так мы, конечно, пишем в многие организации города письма с просьбой поддержать, и, как правило, нам не отказывают. Кто-то предоставляет мебель, допустим, магазин «Мебель-торг». Они сейчас ждут новое поступление, то есть там мы не знаем, что именно придет. То есть придет либо двухъярусная кровать, либо кровать-чердак. Потому что в семье проживает 3 ребенка, а площадь очень маленькая, поэтому мы решили, что будет очень удобно двухъярусная кровать и кровать-чердак. То есть что-то нам предоставит магазин, а что-то мы приобретем из пожертвованных средств. То есть не обязательно это должно быть что-то новое. Эти люди, которые хотят помочь, они могут какой-то гарнитур, какую-то мебель, которая им уже не нужна, также привезти. Да, если мебель в хорошем состоянии, ее, конечно, можно привезти. То есть не хотелось бы получить плохую мебель. Да? То есть если вы хотите избавиться от чего-то, то не нужно такого делать, потому что все-таки это семью, это хорошее дело, должно быть от души. А если у вас есть какая-то хорошая мебель, допустим, диван, либо кухонный гарнитур или обеденный стол, вы можете передать ее в семью, используя наши средства, то есть фонд «Дети Саха-Азия». Сейчас, допустим, я общаюсь с девушкой в Инстаграме, которая хочет передать диван для семьи Федоровых. И вот буквально как только у нас завершится ремонт, они сами привезут свой диван к нам. Спасибо большое, Лена. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Для вас программа «Якутск сегодня». Волна 107,1 и канал Саха-24. Наша гостья Елена Щеглова, координатор социальных программ Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», и Мария Иванова, участник проекта «Социальный ремонт». Хочу перейти к Марии. Телефон я забыла назвать. Если вы захотите поддержать нашу беседу или задать какие-то вопросы, телефоны 32 0066 и 32 11 66. Мария, вы наверняка мечтали о том, что социальный ремонт придет к вам в ваш дом. Что было первым шагом к тому, чтобы мечта ваша сбылась? Мы оставили заявку, получается, и... Оставили заявку где? Во Вселенную? В управлении соцзащиты. В управлении соцзащиты. В управлении соцзащиты мы оставили заявку. Если честно, я не надеялась как-то. Оставили, и все получается. А потом мне позвонили и сказали, что нам сделают ремонт. Мы вообще у нас эмоций было через край, мы даже не поверили. И потом, получается... Вы говорите «мы», а из кого состоит ваша семья? Я и 6 моих детей. Вот. Вы не поверили, говорите о том, что выбрали вашу семью? Да, вообще, это... Когда мне позвонила Мария Николаевна, я
даже как-то прям очень долго переваривала информацию, получается, и я очень обрадовалась. Детям сразу позвонили. Ну, там столько радости было, это словами не передать. Ну, помощь всегда приятна. Расскажите, пожалуйста, что нуждалось в замене или ремонте в вашем доме? Как было и как стало сейчас? Угу. У нас, получается, очень холодные полы. Каждую зиму у нас очень холодно было дома. И нам утеплили полы. Вот самое главное, что у меня для дома, да, это теплый пол, как бы, да. С нашей зимой, да, это самое важное, дети. Да, вообще там у меня, оказывается, там опустился пол, да, и дуло прям вообще сильно. Сколько мы пытались сами утеплять, никак не получалось. Да. И это во всем доме у вас поменяли, во всех комнатах? Да. И получается, там подняли нам полы на целых 5 сантиметров, утеплили, постелили новый линолеум, вообще красивый, и поставили новое окно в окно девочек. Очень... Стеклопакеты. Да, и сразу как-то просторно и красиво стало в комнате. И на данный момент нам меняют проводку. ООО «Промышленная безопасность и контроль». То есть ремонт еще продолжается? Да, я очень волнуюсь и прям не могу передать прям все словами. Много хочу сказать и прям... Ну, волноваться давайте вместе. Быстрее волнение закончится. Я вас очень поздравляю, что вот такое событие произошло в вашей жизни. Здорово. И есть на сайте «Дети Сахазия» есть ролик о том, каким был ваш дом. Да. И есть видео о том, каким стал он. Да. Конечно, очень большая разница. Да, и, кстати, нам залатали же еще крышу. Она протекала во время дождя постоянно. А сейчас прям дома уютно, тепло, прям дети радостные. Вообще огромная благодарность вашему фонду. В такие моменты наверняка так приятно верить в то, что мир не без добрых людей, да? В то, что верите и мечтаете, это хорошо. То, что можно обратиться за помощью, и ты ее получишь. Да, вообще замечательно. Вот, огромная благодарность фонду «Дети Сахазия» от нашей семьи. Большая прямо. Я не смогла, наверное, до конца высказать свою благодарность. А у вас дети какого возраста? Старшему сыну 19 лет, а младшему 9. У нас сейчас будет реклама, и мы очень скоро вернемся снова в студию и продолжим.